Позади уже 2 ступени курса. Вчера мы делали очень важную работу. Вчера мы выясняли внутренние ограничения. Вчера мы выискивали, как Шерлоки Холмсы, денежные блоки и денежные негативные утверждения. Сегодня мы будем с этим работать. Вчера мы это сделали по одной простой причине. Нам нужно было выискать, где же, собственно, у вас. У каждого из нас находятся мои личные блоки. У каждого они могут быть специфические, у каждого они могут друг от человека различаться. Поэтому мы работали и выискали свои собственные денежные убеждения. Сегодня будем эти убеждения перетрансформировать на позитивные. Если вчера мы обращали внимание на негатив, и благодаря ему мы получали, либо не получали денег, то сегодня мы будем работать с позитивными утверждениями, которые позволят нам точно выстраивать наше сознание бессознательно на поиск и получение денег. Сегодня будем учиться выстраивать наше бессознательно на притягивание денег в нашу жизнь. Итак, сегодня у нас день аффирмаций. Сегодня у нас день, когда мы будем создавать наши позитивные денежные убеждения. Для того, чтобы мы пошли дальше, нам нужно взять вчерашние наши убеждения, которые у нас получились в итоге прошлого урока, в итоге прошлой ступени, и еще раз спокойно перечитать. Перечитаем теперь с одним важным заданием. Сейчас мы выискиваем в этих утверждениях, в этих негативных мыслях, в этих негативных эмоциях общие тенденции. Куда идет ваша мысль, либо на что эти убеждения, утверждения направлены. Зная по опыту, по большому, огромнейшему опыту, что у человека денежных убеждений не так уже много. Обычно их 3, 4, но может быть 5. Это те убеждения, либо те блоки, разбираясь с которыми человек начинает буквально как ракета взвинчивать свои собственные доходы. Поэтому наша с вами задача сейчас, благодаря прошлой ступени, выискать тенденции и увидеть за всеми этими страхами, убеждениями, утверждениями, либо опасениями, мы должны выискать общие тенденции. И сегодня наша с вами задача сейчас, благодаря этим негативным убеждениям, выискать 3 основные тенденции. Пусть у вас на это уйдет там 3-5 минут. По итогу этих 3-5 минут у нас определено 3 тенденции, либо 3 регулярно встречающиеся, повторяющиеся убеждения негативного характера о деньгах. Окей. Мы берем эти негативные убеждения и начинаем переделывать в позитивные. Здесь нам на помощь придет такая штука, которая называется аффирмации. Фактически негативные убеждения – это тоже аффирмации, но негативного характера. Мы теперь должны взять эти убеждения и перетрансформировать на позитивные. Аффирмация, либо аналог этого слова, есть аутотренинг. Я думаю, все с ним сталкивались. Если нет, вводим в Google и ищем. Смотрим, на все написано. Итак, аффирмации – это позитивное убеждение, нацеленное на трансформацию бессознательных установок человека. Итак, мы берем наши негативные тенденции, 3 основные фразы, 3 основные повторяющиеся фразы, и будем их переделывать на позитив. 4 основных закона создания позитивной аффирмации. Итак, первое. Аффирмация произносится в настоящий момент из позиции «здесь и сейчас». По типу «я есть». Второе. Аффирмация четко нацелена на нужный нам результат. Это очень важно. Мы должны понимать, если у нас есть какая-либо негативная эмоция, утверждение, мысль, то что я хочу иметь вместо нее? Не напротив, по типу, если я себе говорю, я неудачник, я удачник, может быть, тебе не сильно подходит. Я хочу, чтобы вы не просто убирали частичку «не». Я хочу, чтобы вы учились выстраивать цель. По факту, аффирмация – это некое нацеленное утверждение, некая нацеленная фраза. Вот куда она нацелена, вы можете для себя этот момент продумать отдельно. Это второе. Третье. Проносим, произносим, либо прописываем наши аффирмации в настоящий момент. Утвердительная фраза в настоящий момент. Я есть. Я здесь и сейчас. Я получаю. Я достигаю. Я не буду достигать. Я не буду получать. Я здесь и сейчас. И это у меня уже есть. Вот когда будете создавать аффирмации свои собственные, я хочу, чтобы вы поставили себя в позицию, когда у вас
желаемое уже есть, это уже часть вашей жизни. И вот из позиции здесь и сейчас вы как бы утверждаете, вот это и есть оптимальная аффирмация. Дальше, 4. Мы аффирмациями можем повлиять только на себя. Это означает, что если вы будете работать с женой, с детьми, с папой или с мамой, по типу «у моего папы много денег», «у моей мамы деньги идут спокойно, легко из разных источников», так вот это работать не будет. Все, что вы можете сделать, это работать с собой. То бишь, это наши бессознательные установки, и мы можем работать только с собой. Поэтому любая аффирмация направлена только на меня и только про меня, и меняет только мое бессознательное. Вот у нас есть по итогу 4 главных принципа построения аффирмаций. И у нас по итогу сегодняшнего дня будет 3 простые. Желательно, чтобы они были простые, действительно простые. Там буквально 3-5 слов максимум. Аффирмации, которые мы начнем использовать. Если же вам в голову не приходит что-либо ценное, такое тоже может быть, либо просто сейчас нет настроения, у нас в этом же задании есть примерные образцы возможных аффирмаций. Если вам будет и этого мало, есть ссылка. Переходим по которой на мой блог, там есть огромный список, порядка 200 различных аффирмаций, все связано с деньгами. Поэтому итогом сегодняшнего дня у нас будет создание 3 понятных, простых аффирмаций. И здесь же мы читаем, как с ними работать дальше. Вот сегодня хороший день. Сегодня мы начали работать, перерабатывать свои внутренние денежные ограничения на внутренние денежные стремления. Сегодня хороший день. Я желаю вам успехов в вашей работе на сегодня. До встречи завтра, точнее на следующей ступени. А на следующей ступени вас ждет от меня подарок. Работаем. Хорошего дня.